Участие в грядущих 8-х по счету летних игр «Дети Азии» примет более 3000 спортсменов из 30 зарубежных стран и регионов России. Республику на домашних соревнованиях представит 370 человек в 24 видах спорта. Команд можно отметить 4 страны. Это Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Все спортсмены будут проживать в деревне спортсменов. Всего в играх будет задействовано 16 спортивных объектов, и участники будут соревноваться по 24 видам спорта. Якутские спортсмены прошли полноценный этап подготовки к ответственному старту, тренируясь как на территории республики, так и в других регионах и странах. Так, например, первая сборная команды по художественной гимнастике тренируется в Москве, в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Там занимается спортсменками олимпийская чемпионка Ксения Дудкина. Вторая команда готовится в Якутске. На правах хозяйки соревнований Якутия будет представлена 2 командами, в которые включены 16 спортсменок. Девочки оспорят медали в техническом мастерстве и выразительности исполнения индивидуальных и групповых программ с использованием ленты, мяча, обруча, скакалки и булавы. Я начала заниматься художественной гимнастикой 6 лет, меня привела мама. Я сначала занималась танцами и часто видела девочек-гимнасток. Мне очень понравилось тем, чем они занимаются, поэтому я попросила, чтобы меня тоже привели туда. К нам приезжала тренер из Новосибирска, Нина Лазарева. И мы занимались по 8-9 часов в день. Было очень сложно. Сейчас мы занимаемся точно так же. У нас усиленная подготовка. Мы работаем над чистотой, над эмоциями. По словам тренера, самым сложным элементом для гимнасток остается работа с булавами. Этот вид инвентаря требует особой координации и точности движений, что делает его настоящим испытанием даже для опытных спортсменок. Тем не менее, тренер сборной Александра Бронских полностью уверена в своих подопечных и их возможностях. Ну вот как раз предмет, с которым они сейчас занимаются, это булавы, потому что обруч все-таки он один. И с обручем мы начинаем работать с детства, с 6 лет. Да, это сразу же следующий предмет после скакалки у групп начальной подготовки. А булавы все-таки их 2. Ими нужно еще уметь управлять, нужно уметь себя правильно координировать, бросить, поймать. Это очень сложно, когда предмет на большой скорости летит к тебе. То есть это требует от гимнастки, требует большого мастерства. Мы верим в себя, и у нас все получится! Ура! В сборную Якутии вошли гимнастки из ведущих клубов столицы – «Либерти», «Бриллианты Туймады» и «Сияние». Эти клубы славятся своей профессиональной подготовкой и высоким уровнем выступлений на различных соревнованиях. Впервые в истории игр «Дети Азии» пройдут соревнования по скалолазанию. В начале апреля в спортивном комплексе «Дахсун» завершили монтаж нового скалодрома. Там на протяжении нескольких месяцев проходят тренировки членов сборной команды. Спортсменов отбирали по результатам 3 отборочных этапов. Честь республики будут защищать 2 сборные, каждая из которых состоит из 6 человек. Тренировки у нас начались примерно чуть больше месяца назад, как нам смонтировали скалодром и разрешили на нем заниматься. Тренировки у нас проходят примерно 2 дня тренировок, 1 день отдыха. На сегодняшний момент они могут этот скалодром пролезть 2-3 раза подряд все. Соответственно, у нас есть уже какой-то потенциал. Запал у них хороший. Раньше дети тренировались на скалодромах в своих школах, где высота стен обычно составляла 7-8 метров. Сейчас в Дахсуне они тренируются на трассе высотой 17 метров. На предстоящих соревнованиях спортсменам предстоит покорять стену высотой 16,5 метров. Однако за несколько недель тренировок многие из них уже с легкостью преодолевают сложные маршруты. В Дахсуне сейчас мы занимаемся, у нас тренировки тут сложнее, чем в школе. В школе были более легче. Здесь нас более нагружают. Первый раз я увидела, я думала, что это сложно, но всегда попробовать это надо. Я попробовала, и оказалось, что нормально. Так, не очень сложно. Настрой должен быть всегда боевой. Всегда прям. Так, все хорошо, надо подготовиться, очень много потренироваться. Тренировки, правда, очень потные, тяжело.
Но я чувствую то, что это не просто так нас сломает, а это делает нас очень крепкими и сильными. Ну, я думаю, то, что мы сможем показать отпор достойный. Хоть у нас и 16-метровый скалодром появился недавно, но мы сможем дать борьбу. Соревнования будут проходить по 3 дисциплинам – скорость, болдеринг и трудность. Участники должны как можно быстрее залезть на стену и правильно выполнить все технические задания. Побеждает тот, кто быстрее всех доберется до вершины. Также спортсмены будут соревноваться на вертикальной трассе высотой 16 метров, которая будет каждый раз новая. Побеждает тот, кто доберется выше всех. Участники преодолевают короткие, но сложные маршруты на небольшой высоте. Марш-бросок на 12 километров, спарринг и бой с тенью. Кикбоксеры сборной Якутии готовятся к соревнованиям с максимальной интенсивностью. Каждый день они начинают с утренней пробежки, чтобы развить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. После пробежки спортсмены переходят к отработке марш-броска, что позволяет им улучшить координацию движений и скорость реакции. Такой комплексный подход к тренировкам обеспечивает всестороннюю подготовку и высокий уровень готовности к предстоящим соревнованиям. Бегаем в Хатын-Уряхе. Сейчас на гору заберемся. Бой с тенью покажем. У нас зарядка в 7 часов. В 11 мы уже бегаем здесь, в Хатын-Уряхе. Вечером у нас пара. Там помогают ребята, которые мужики по кикбоксингу. Каждый день у нас такое. Кросс, там 10 километров где-то. За 2 недели до состязаний проходят контрольные спарринги, имитирующие условия реального боя. В конце у спортсменов проводят финальную оценку физической формы. Как правило, в последние дни перед спортивными играми тренировки становятся менее интенсивными, чтобы спортсмены могли восстановить свои силы. Дома у меня груша стоит, снарядная груша. Я там всякие комбинации, всякие удары отрабатываю. И по разным тем, там, со своими пацанами, там, в Мыран разбираемся, там, бегаем, бой с тенью. В основном здесь, на сборах с пацанами. И тут до 22 числа прям усиленные тренировки, потом уже так падает немножко нагрузка там на восстановление, так сказать, и сгонка веса. В училище Олимпийского резерва работа над оттачиванием бросков идет у сборной по дзюдо. Спортсмены работают в парах, отрабатывая различные комбинации и контртехники. Всего на соревнованиях выступят 25 юных дзюдоистов в возрасте от 15 до 16 лет из Якутска, Хангаласского, Мирнинского и Ленского района. Я ранее принимал участие тоже на Детях Азиях в Владивостоке. Подготовка идет очень хорошо. Занимаемся и будем стремиться к победам. Сейчас готовимся к детям Азии и тоже очень сильно хотим попасть на пьедестал. Это будет хорошая медаль в копилку нам всем. Тренировка начинается с разминки, включающей кардиоупражнения и динамическую растяжку. Затем спортсмены переходят к технике бросков, оттачивая каждое движение до совершенства. Тренер внимательно следит за каждым, давая ценные советы и указывая на ошибки. Такой подход позволяет молодым спортсменам постоянно совершенствоваться и готовиться к будущим победам. Конечно, в силу такого совсем юного возраста ребята не супер подготовленные спортсмены, но для своего уровня достаточно хорошая команда. Мы все стараемся для этого делать, вывозить также на сборы. И, соответственно, двухразовые тренировки в последнее время тоже дают свой объем. 8-х международных игр «Дети Азии» по дзюдо будет разыграно 17 комплектов медалей по не менее 6 весовым категориям, как среди юношей, так и среди девушек. Боевой настрой и у юношеской сборной по волейболу, в составе которой 12 спортсменов 2008-2009 годов рождения. Ребята приехали из разных районов республики – Намского, Чурапчинского, Амгинского, Татинского и Сунтарского районов, чтобы вместе подготовиться к предстоящим соревнованиям. Тренер уделяет внимание технике. Ребята отрабатывают подачи, приемы и блоки, совершенствуя свои навыки. Не секрет, что Россия – это волейбольная страна. Здесь
если смотреть последние Олимпиады 21 века, то Россия всегда занимает первые места. И также развит детский волейбол в России. Ожидается приезд команд из российских команд. Это из Уральского федерального округа, из Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа. А также мы. И в этом году в этих играх ожидается как никогда очень много команд. 10 команд будет, 6 зарубежных и 4 российских команд. Мы дома готовы и будем показать хорошую зрелищную игру. И с помощью наших стен рассчитываем попасть на призовую тройку. Волейболисты ежедневно отрабатывают различные комбинации и игровые ситуации, чтобы быть готовыми к любым вызовам на площадке. В рамках подготовки проводятся контрольные игры с другими командами, что позволяет юным волейболистам проверить свои силы и адаптироваться к соревновательной атмосфере. Можно сказать, тренер дает нам задания такие, чтобы мы и физически немного уставали, но не прям сильно, чтобы были силы, но все равно чувствовалась нагрузка. Наши участники сборной, они очень талантливые, я бы сказал, очень сильные. То, что мы хорошо себя проявим на Дети Азии. С утра встаем, идем на тренировку, тренируемся 2 раза в день и занимаемся своими делами, отдыхаем и на следующий день также. Максимально пытаемся укомплектовать свой день, чтобы он проходил с пользой. Да, главное получать удовольствие от игры. Главное, что тебе это нравится. Тренировки продлятся вплоть до начала международных игр в спортивном комплексе «Стерх». Там же юные спортсмены встретятся с командами из других стран и регионов России. Скорость, ловкость и реакция – вот чем действительно могут гордиться наши спортсмены. Сборная команда Якутии по настольному теннису активно тренируется в Дахсуне, чтобы показать высокий уровень на предстоящих спортивных играх. Чтобы попасть в сборную, спортсмены прошли 3-этапный отбор на республиканском турнире и первенстве республики. В итоге были отобраны 4 мальчика и 4 девочки 2009 и 2010 года рождения. В составе команды спортсмены из Якутска, Нерингри, Чурапчинского и Мегина Хангаласского района. Я входила в топ-4 каждый отбор и оказалась в команде. Техника у нас поставлена, просто ее нужно корректировать иногда. Есть всякие нюансы, руку не туда довел, локоть не туда. Это все нужно устранять. Небольшое волнение присутствует, но для меня это скорее опыт очень большой. Я хочу набраться опыта и в дальнейшем тоже участвовать в соревнованиях. В команде есть как опытные участники, так и новички, которые впервые примут участие в спортивных играх. Я первый раз участвую в Дети Азии. С утра бегаем и разминаемся. Спортсмены тренируются по китайской системе в спортивной школе в Китае. В прошлом году они прошли сборы в Харбине. Тренировки проходят под руководством опытного тренера, который помогает оттачивать технику. Мы стараемся придерживаться китайской школы техники, поэтому туда выезжаем. У нас тренер, ведущий тренер Румянцев Василий Иванович, он сам учился и тренировался в Китае. Поэтому он хорошо знаком с техникой китайской школы и стараемся привить ребятам такую технику. На 8-х международных игр «Дети Азии» спортсмены выступят в одиночном, парном и смешанном разрядах с 26 по 30 июня. Подготовка будет продолжаться до начала игр, а соревнования пройдут в спортивном комплексе «Сулус». Члены команд республики обеспечены правильным питанием, режимом отдыха, поддержкой психолога, необходимым спортивным и соревновательным инвентарем и формой. Эти меры обеспечивают спортсменам лучшие условия для достижения высоких результатов, ведь успех в спорте зависит не только от таланта и упорных тренировок, но и от поддержки и правильной подготовки. Республика Саха-Якутия делает все возможное, чтобы ее спортсмены могли сосредоточиться на главном – достижении побед и установлении новых рекордов. Республика выставит на играх 2 сборные. Первая команда выступит по всем 24 видам спорта. В ней 240
145 спортсменов. Вторая сборная из 125 человек будет участвовать в состязаниях по 21 виду спорта.